ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 11:30. База УГТУ Крахань. Открытие военно-полевого кадетского лагеря памяти Евгения Родионова, героя, погибшего в Чечне в 1996 году. На торжественную церемонию прибыли высокие гости. Ректор УГТУ Николай Цхадай и председатель Госсовета Республики Коми Игорь Ковзель. Он отметил, что развитие кадетского движения благотворно влияет как на воспитание патриотизма, так и на развитие страны в целом. Сегодня кадетское движение развивается в республике, и это очень радует. А в чем оно развивается именно снизу, именно начиная с сел, с небольших городов, со школ. Везде мне нравится одно. Это прежде всего светлые глаза ребят, которые участвуют в этом замечательном кадетском движении. Я хочу вам пожелать сегодня такой же хорошей погоды, успехов в вашем обучении. Все равно сегодня будете учиться друг у друга, у ваших старших товарищей. Конечно же, здоровья и удачи во всем. Не бойтесь быть первыми, не бойтесь быть лучшими. В слете принимают участие 52 кадета из Сосногорска, Сыктывкара и Ижма-Юхты. 14 из них – это девушки. Программа подготовки кадетов к чрезвычайным ситуациям и военным действиям рассчитана на 3 дня. Для девчонок поблажек не делают. Они выполняют те же нормативы, что и мальчишки. Как говорит начальник лагеря Леонид Красноперов, иногда девушки проявляют себя даже лучше мальчишек. Конкурсные состязания начинаются с казачьих игр. Сначала играют в казачий вар. Ребятам, стоя в кругу, необходимо выполнить несколько заданий. Например, занять позицию врага в центре круга, вытеснив оттуда неприятеля. Этой игре более, насколько там точно утверждать не могу, но около 1000 лет. Вот наши предки, казаки, так себя готовили к войне. После игры военизированная эстафета СОС. Ребята должны на скорость выполнить несколько заданий. Определить по компасу, где расположены точки с запрятанными буквами СОС. Найти раненого, перенести его, оказать первую помощь и быстрее остальных прибыть на финиш, пробежав часть дистанции в противогазах. Эта эстафета – начальный этап конкурсной программы. Впереди еще командный марш-бросок, игра знамя и многое другое. В финале победители получат ценные призы.